Кто из нас не мечтал в детстве стать космонавтом? Кому не хотелось познать неизведанные миры, ощутить невесомость, выйти на связь с инопланетными существами или просто прославиться среди ребят во дворе? Но годы прошли, и вместо космических дисциплин мы изучаем педагогику и готовимся мы не на полет на Марс, а к урокам с обычными школьниками. Но нас все еще манит тайны Вселенной. И сегодня у нас есть столько вопросов, на которые хотелось бы услышать ответы. А кто же лучше ответит на них, если не сами космонавты? Студентам Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы представилась уникальная возможность пообщаться с выдающимися советскими космонавтами, героями Советского Союза Владимиром Ляховым и Александром Баландиным, а также нашим земляком, заслуженным летчиком-испытателем Российской Федерации, космонавтом-испытателем Уралом Султановым. Студенты, затаив дыхание, слушали о невероятных приключениях космонавтов в полете. Владимир Ляхов в речи мастерски передал свои первые ощущения в открытом космосе. Он красочно описал героические подвиги, за которые ему дважды присудили имя Героя Советского Союза. Космонавт честно признался, что не раз давал себе слово никогда в жизни не соглашаться на полет, но уже через пару месяцев с воодушевлением готовился в очередной раз покорять Вселенную. Я хочу сказать, меня называют троечником. Почему? Однажды в Киеве ко мне подходит мальчик лет 10 и говорит: Владимир Афанасьевич, а вы троечник? Я так удивился, говорю: как это так? Он говорит: вы летали 3 раза. Я говорю: да. На 3 кораблях разных. Да. На 3 станциях. Да. 3 выхода в открытый космос. Я говорю: да. 333 суток на орбите. Я просчитал, я не знал этого, я сам просчитал точно. И говорит: и трижды герой. Я говорю: да нет, я говорю: дважды герой. Он говорит: и герой Афганистана. Я в действительности дважды герой Советского Союза, и 3-я звезда у меня есть — герой Афганистана. Как оказалось, популярные музыкальные композиции группы «Земляне» и «Снится нам не рокот космодрома» и песни Аллы Борисовны Пугачевой «Ах, лето» когда-то были написаны именно в честь наших легендарных гостей. А Александр Баландин, чья мать была педагогом, рассказал, что вырос среди учителей и всегда восхищался этой профессией. С его точки зрения педагог ответственнее, чем космонавт, ведь он отвечает за сотни судеб. Отвечая на вопросы студентов, Александр Николаевич опроверг теорию о существовании инопланетных существ. По его мнению, все, что пишут в средствах массовой информации, это мифы и выдумки. Человечеству больше стоит заботиться о земных вопросах. Из космоса как на ладони видны результаты катаклизмов, произошедших по вине человека. Космонавты, как никто другой в мире, знают, как ценен глоток чистого воздуха. Человек, который там побывал, он немножко по-другому смотрит на природу, на жизнь. Он просто с более крепкой любовью и осторожностью смотрит на это. Наш земляк, уроженец Кушнаренковского района Урал Султанов, тоже готовился к долгосрочным полетам в космос. Но проекту так и не суждено было осуществиться. Летчик-испытатель обещал рассказать и о своих полетах, но уже на другой встрече со студентами, которую обещал организовать ректор Раиля Садуллин. Рассказывать о летных испытаниях мне, конечно, гораздо будет вам интереснее, если у вас у самих есть к этому интерес. И больше всего я хочу вам сказать за то, что вы посвятили себя этому труду, быть учителем. Я вам просто преклоняюсь перед вами. Чья-то детская мечта увидеть космонавтов, получить автограф от сослуживцев Юрия Гагарина сбылась именно в БГПУ. А нам остается ждать очередной встречи с легендарными личностями. Какой сюрприз приготовит нам университет в следующий раз?